Ну что ж, в эфире телеканал Якутия-24. Сегодня 1 февраля. Нам исполняется ровно год назад, 1 февраля, на территории Республики Саха-Якутия был запущен круглосуточный информационный телеканал Якутия-24. Я хочу поздравить всех своих коллег, хочу поблагодарить коллег и также поблагодарить телезрителей, которые в течение этого года с нами. Ну и как любой день рождения, у нас сюрприз. Сюрприз у нас для наших телезрителей. Специально под наш, так скажем, первый день рождения в Якутск прибыл человек, которого, ну, в любом случае знает, обязаны знать мужская половина наших телезрителей. Это Вячеслав Бродников, автор и ведущий проекта на YouTube-канале «Клевая рыбалка». Вячеслав, приветствую. Здравствуйте, Алексей. С днем рождения. Спасибо. Ну что, сегодня мы будем заниматься тем, чем вы любите заниматься, тем, чем вы удивляете народ. Сегодня мы будем рыбачить. Сразу обговариваем, да? Рыбачим по принципу рыбаков. Рыбные места не выдаем, не сообщаем, где мы рыбачим. Да. Хорошо. Ну, давайте готовимся все равно, да? Мы прибыли буквально час назад, установились, давайте потихоньку собираться, готовиться. Да, конечно. Ваш инвентарь. Ну и будем вести беседу. Давайте начнем с того, откуда и как появился проект «Клевая рыбалка». Хорошо. Как появился проект? Ну, Вы удочки собираете, я буду... Я уже, как везде я говорю, что я вот лет 6 тому назад еще это запланировал. И раньше, когда вот жил и работал в Якутске, то вечерами, как и любой городской житель, наверное, включал YouTube и смотрел любимые передачи там о рыбалке, об охоте. Ну и думал, почему бы самому не сделать такой канал. Тем более я знаю, что у нас в Якутии богато рыбой. И вот возникла у меня такая идея переехать на север, потому что еще, кроме этого, я люблю северную рыбу сам, ну, в гастрономических целях, так скажем. И сразу решил заодно показывать. Тогда тут возникает вопрос, то есть в Жиганске ты оказался только потому, что... для того, чтобы запустить YouTube-канал, или все-таки в первую очередь по работе уехал и дальше уже параллельно стал развивать? Ну, я вообще как бы рассматривал несколько вариантов, да, для того, чтобы в северный район. Во-первых, как бы совместить работу, ну, приятное с полезным, да. Мне предлагали Колымский район переехать. То есть там нужны были работники в лесничестве. Конечно же, в первую очередь я как бы по профессии сам лесник, и вот это вот призвание мое как бы тоже здесь сыграло немаловажную роль. То есть все-таки, конечно, по работе больше. Как семья отнеслась? Ну, супруга меня, вот спасибо ей, Оксана, она меня поддержала очень сильно в этом плане. Поэтому вот мы переехали, рассмотрели несколько вариантов и все-таки остановились на Жиганском районе, потому что более-менее хоть как-то транспортная сеть там более-менее налажена. И поближе к реке Матушки Лени, да? Да, и, конечно же, самая главная такая артерия наша протекает, это река Лена, одна из великих рек. И вот. Хорошо. Ну тут все-таки сам говоришь, что работа, не работа, основа все равно это работа. Ты работаешь по линии лесного хозяйства. Ну и злые языки за глаза, да и в комментариях на канале тебя называют главным браконьером республики. Ты как к этому относишься? И много, наверное, нового себе узнаешь. Ну да, есть такие комментарии, конечно, люди пишут свое мнение, здесь ничего, это вот никак не скроешь. Но я хочу сказать, так вот есть заблуждение, да, очень много возникает. Во-первых, люди считают, что если я работаю в лесничестве, то я нахожусь как бы на государственной службе, да? Ага. Это очень большое заблуждение. Лесная охрана давным-давно уже не государственная служба. То есть мы обычные рядовые, так сказать, офисные работники. Ну, иногда вот уезжаем в лес. Сейчас очень бюрократично стало наше государство, очень много бумаги. И вот то, что вот
я езжу рыбачу, я езжу как любитель, рыбак, рыбачить. В свободное от работы время. Да, конечно, да. И то, что браконьерят, это вот рыбалка на сети и все, на переметы, это все разрешено законом. Просто наши люди как бы не все читают законы, и поэтому не знают, думают, что вот это и есть браконьерство, там рыбалка на сети. Они же не знают, что в Якутии... Это, наверное, особенно касается российской части, российской, украинской, казахстанской части пользователей, которые смотрят за которых тобой. запрещены У сети. них другие правила. Да, у них другие законы в этой части. Ну, смотри, судя, опять же, по видео на твоем канале, уже и гости приезжают с разных уголков страны, не только с Якутии. Можно тебя назвать таким притяжителем или точкой притяжения туризма в Якутии? Много желающих порыбачить с тобой? Да, со мной много желающих пишет мне в социальных сетях, что хотят приехать. Они просто как бы, многие хотят из них пообщаться, а многие вот действительно интересуются, как можно доехать. Осторожно, сейчас загоришься. И вот когда я начинаю им объяснять, как можно доехать до меня, то у них сразу желание отпадает из-за стоимости. Ну, как считаешь, все-таки тогда что необходимо, и необходимо ли вообще развивать рыбацкий туризм в нашей республике? Мне кажется, это будет, наверное, даже, скорее всего, в будущем, наверное, как-то даже какой-то вот именно Меккой такой рыболовной будет, наверное, Якутия, я так думаю, именно рыболовный Что для этого туризм. необходимо? Ну, Понизить цены на авиабилеты? можно даже, скорее всего, не понизить цены, да, а можно как бы дополнить рейсы вот регулярные, допустим, или добавить какие-то новые виды доставок, например, тоже по реке, например, там какие-то скоростные эти поставить, катера, там вот эти, ну, ракеты там, как раньше было. Вот. Сделать доступнее все это дело, Да, транспортную логистику. Да. Ну, для тех, кто смотрит нас за пределами Якутии, должны понимать, сегодня мы рыбачим в акватории города Якутска. Ну и, собственно, Вячеслав прибыл к нам накануне из Жиганска. Сколько у нас расстояние? Перелет 2 часа занял, да? Да, перелет длится 2 часа, час 40, если быть точнее. И это считается, как бы, я приехал с Арктического, прилетел района, ну и это считается очень быстро. Ну да. Хорошо, теперь к рыбалке, наверное. Что ловим-то сегодня? Я не представил друга Вячеслава, Антон Семеров у нас с нами сегодня в нашей выездной, так сказать, студии. Антон, поприветствуй наших телезрителей. Я думаю, в кадр попадаешь. Вот, помаши, в кадр попал. Вот, Антон помог нам организовать инвентарь. Ну и, собственно, поможет, наверное, сегодня рыбу нам поймать. Что ловим? Сегодня мы ловим елец, сорога, если попадется, окунь. Ну, здесь у вас как с сигом? Попадает? Сиг, да, сиг. Иногда бывает, но не здесь. Ну, щука есть, наверное, да? Щука есть. Щука есть, ага. Вот я сейчас как раз балансир опустил, проверяю балансир. Какую глубину ставим-то? Ну вот, На сколько? 1,5, да? Ну, пробурили мы чуть больше метра, да? да, где-то даже метр. Тут сантиметров 30-40 под льдом. Ну, тебе все равно, наверное, доводилось рыбачить в акватории Якутска, у Якутска, да? Насколько вот велика разница с тем же Жиганском? Мне здесь летом я только здесь рыбачил один раз, и здесь рыбы очень, я заметил, на тот момент было очень мало, то есть мы совсем маленько поймали, в отличие от Жиганска. Ну, в Жиганске, понимаете, там тоже все зависит от погоды. Рыба вообще, на клев рыбы влияет очень сильно погода. И поэтому здесь такое, что не предскажешь прямо. Точно не скажешь. О, О,
Первый С улов. почином, с почином вас. Спасибо. Вот поймал раньше Вячеслава Бродникова. Да. Поздравляю вас. Хотя Так, у меня давайте, что-то мы тару-то не подготовили под рыбу. пока можно, наверное, вот Да, туда пока откинуть. так в угол сложим. Елец, Сибирский елец, да? Да. первая пошла. У нас рыба есть. Да. Куда она денется? Так. Рыба есть. Вот здесь вот на балансирчик даже была поклевочка. Ну, в тот раз килограмм 5 поймали здесь. На этом месте? Да. Но мы договорились, место не сдаем. Так что не озвучиваем где. Да, секретное Главное место. рыбацкое правило. Ну, тяжело или легко так совмещать? Наверное, все-таки проще быть рыбаком, когда ты занимаешься лесным хозяйством, когда ты прекрасно ориентируешься на той территории, которая тебе отведена, да? Ну, здесь мы как бы, как сказать, располагаем своими планами там лесными. И, конечно, все речки я знаю, какие есть, где какие артерии проходят. Но все равно рыбные места, как говорится, узнаешь только у людей, которые там были, рыбачили. Ну, рыба же, она не везде же ловится. Ну да. То есть места, где ловится, где хорошо обитает, где более так скудно. Ну, если опять говорить, ну, я вот сам по себе, честно признаюсь, не любитель зимней рыбалки, но лето, все выходные стараюсь проводить на реках. Но, к сожалению, к моему сожалению, как к любителю рыбалки, мы часто сталкиваемся с запретами. То есть у нас лето и без того короткое. Я понимаю, что да, до 20 июня определенные ограничения в части нереста. Здесь я целиком полностью согласен. Надо потерпеть, дать развитие рыбе. Но когда начинаются лесные пожары, все, табу, въезд особенно на особо природные охраняемые территории ОПТ. Как тут лично твое мнение? Насколько надо закрывать реки? Насколько виноваты рыбаки в тех же пожарах, которые происходят? Вы знаете, я как бы по долгу службы вам могу... Вот, если вы собираетесь куда-то ехать, то вы должны отметиться во время вот пожароопасного сезона, это очень касаемо. Вы должны отметиться в администрации наслега и, получается, в лесничестве. Но также, если это особо охраняемая природная территория, то, конечно же, еще и в компетентных органах, то есть там в департаменте биологических ресурсов или еще где-то, да. Если вы взяли, я считаю, что если вы отметились везде, во всех службах, если у вас есть все справки на руках, вы едете на рыбалку, у вас написано, сколько дней вы едете. Думаю, что таких людей нужно как бы к ним более лояльнее относиться и пропускать их, то есть на эти объекты, потому что они все-таки отмечены везде, во всех этих службах. То есть если что-то произойдет, то виноватого в этом можно будет более быстрее найти, чем люди, которые будут проезжать, пытаться проехать туда без разрешения. Да. Ну, вот, опять же, лесные пожары летом в Якутии, основная причина, я так понимаю, это сухие грозы. Преобладает. Вы знаете, вот в моей практике, да, очень мало пожаров было именно вот по вине местного населения. В основном это у нас в Якутии последние года все время вот грозы, именно сухие грозы. Ну, тогда надо рыбакам объединяться и готовить какие-то письма, обращаться к властям, наверное, государству, о том, чтобы проработать механизмы, чтобы разрешали выезжать, объяснить причины, сделать анализ того, какие пожары. Насколько у нас вообще рыбацкая... Законы, конечно, у нас всем известно, что несовершенные. И
тот закон, который сейчас вот принят, он просто вот как бы объединяет всех вот людей, на всех рыбаков, допустим, именно вот и охотников, как, ну, как граждан, наверное, я скажу, что есть нет такого закона, что вот ты едешь на рыбалку, вот тебе, и ты можешь там вот рыбачить там, или, ну, ты никак не можешь доказать, то есть, что ты поехал туда именно вот на рыбалку, да, то есть ты можешь там ягоду собирать и тому подобное, в общем. Сложная доказательная база. Да. Поэтому законы несовершенны, вот что я хочу сказать вот в этом плане. Не, ну есть же обратная сторона медали. Любое совершенствование закона, оно может наоборот и притеснить, наверное, тех, кто занимается добычей. И все-таки на северах, ну, мы в первую очередь говорим про любительскую рыбалку. А на северах-то это целый промысел, то есть это не просто люди ездят отдохнуть, то есть это добыча, это прокормка людей. В одном из пабликов федеральном по рыбалке выложили фотографию с мунхи, с нашей. Я уж не помню, в каком районе это было, республики. Но мунха, куча карасей, как все это обычно и происходит. И столько гневных комментариев понеслось в этом паблике к фотографии с других стран, да, с других регионов России. И мне пришлось там отвечать, ну, так скажем, коллегам-рыбакам о том, что, ну, ребят, для нас это прокормка. Мунха — это когда выходят все деревья. Да, то есть это не столько, ну, это и традиция, конечно, но это действительно для себя, это для населения, когда все деревни выходят рыбачить, правильно? То есть на пропитание. Да, это праздник, это пропитание на всю зиму. Ну, вот мешок карасей поймал, на одну семью там на ползимы хватит. Да. Вот, поэтому как-то тоже надо, наверное, доводить и до федерального центра, в том числе и до депутатов Госдумы, что нам нужны послабления в этой части. Хорошо, давай теперь к темам таким более приземленным, рыбацким, так сказать. Как относишься к алкоголю на рыбалке? О, я алкоголь абсолютно не только на рыбалке, я и в жизни его вообще как бы сейчас не употребляю, и то есть И не советуешь? Не советую даже людям, да. И раньше-то его и не особо, то есть по праздникам только так вот, как говорится, да, люди выпивают. Ну и опять же, в вопросах алкоголя я тогда тебя уведу в Жиганск. Смотри, в Жиганске, если память мне не изменяет, в прошлом году был введен сухой закон, принят депутатами. Да. Ну, твое мнение как обывателя, как человека, который непосредственно живет в населенном пункте, есть эффект от этого закона или нет? Не закона, а запрета. Да, есть. Даже вот люди, которые раньше очень много выпивали, сейчас уже более-менее такие, так сказать, призатихли в этом деле. Все-таки немножко есть эффект, то есть уже нет такого повального прям алкоголизма. И на улице уже меньше людей. Ну, нашли же противники этого запрета. Да, есть, это всегда такие люди будут, то есть которым это продажа алкоголя была, как говорится, на руку. Это их как бы тоже, наверное, хлеб даже, так скажем, был. И получается, что у них забирают хлеб ихний. Ну да. Предпринимательское лобби. Да. Сейчас вот идут там вот такие вот небольшие скандалы по этому поводу. Ну, внутри Жиганска? Да. То есть некоторые коммерсанты не согласны с тем, что запретили продажу. У них остановилась вся торговля из-за этого. Но я считаю, что это правильный закон. Пусть так и будет. Это выбрал народ. Не только 1-2 человека. Вот население это выбрало. Здоровый образ жизни, правильно? Хорошо. Другой рыбацкий вопрос. Как относишься к рыбалке поймал, отпустил? Или все-таки у нас в республике это не такая широкомасштабная культура?
Нет, я считаю, это очень хороший закон поймал. То есть, если ты не собираешься эту рыбу есть, то ее надо просто как бы ловить и отпускать. А зачем убивать? Ну, где мера? Какой должна быть мера? Кому-то, я не знаю, 3 хвостов хватит по 3 килограмма, а кому-то и полтонны недостаточно. Какой должна быть мера? Для пропитания? Ну да, или все-таки мы должны ну как опять, строго соблюдать правила объемов вылова. Ну, допустим, на территории Якутска у нас какие правила там? За сутки 1 хвост щуки, по-моему, было так. Там что-то в ленок в районе 1 хвоста тоже. Но в Жиганске немного по-другому. Я, кстати, смотрел, в Жиганске, по-моему, 3 хвоста щуки можно, ленка можно. Нет, там щука и окунь не ограничены. Ну, значит, по ленку были ограничения. Там, да, 1 ленок. 1 ленок тоже был? Ленок. Я помню, таймень везде 1. 1 нельма, 1 таймень. Ну, карася, кстати, 250 штук можно в сутки От вылавливать. размера тоже зависит. Нет, от размера. Там Нет, они размера по хвостам по считают. штучкам. Штука, ага. Ушла. Вы знаете, я вот по этому вопросу скажу так. Я смотрю как бы тоже инспекторов, рыбинспекторов, которые выступают по этому поводу. И они приводят данные, то, что эти данные, конечно, берутся не с потолка, все, а это научные, так скажем, обоснованные факты. На реке Лени развернули палатку для подледной рыбалки в честь дня рождения телеканала «Якутия-24». Популярный YouTube-блогер Вячеслав Бродников проводит в прямом эфире выпуск клевой рыбалки. Вместе с блогером работает наша съемочная группа, и в течение дня мы будем наблюдать за рыбалкой. С ними мы связывались час назад, и сейчас узнаем об их успехах за это время, и я передаю слово своим коллегам. Ну что, уважаемые телезрители, в прямом эфире, впервые в истории на телеканале «Якутия-24» автор и ведущий проекта «Клевая рыбалка» на канале YouTube Вячеслав Бродников. Ну и, собственно, вот буквально за минуту до выхода в эфир взяли мы окушка. Это 2-я рыба наша. Вообще рыбу не принято считать, конечно, ну, скажем так, 2-я рыба за час. Поздравляю с почином вас, Спасибо. Вячеслав. Ну, с вашего позволения я его отпущу, Давай, потому что выпускай на таких свободу. мелких я не привык брать. У нас там ловится очень крупная рыба, поэтому это все мелкое, считаю. Ну, для души так, рыбалка для души. Кстати, вот пока мы готовились к этому включению, подняли вопрос новости, так скажем, последних 2 дней. Это новость о том, что Вячеслав Бродников удостоен серебряной кнопки Ютуба. Ну, я думаю, Вячеслав сам все расскажет, покажет. Давай я удочку подержу или... Нет, она так Я видел видео недавно у тебя на канале, когда у тебя удочка убегала. Да, так что давай было лучше я такое подержу. видео. Так, значит, я недавно, то есть не то, что не недавно, а месяца 3 перед Новым годом еще у меня на канале был 100-тысячный подписчик зафиксирован. И в связи с этим YouTube своим как бы вот блогерам такую награду присуждает. И мне вот отправили, вот сколько месяцев она, перед Новым годом это было в декабре, январь, да? Вот 2 месяца вот шло вот эта вот посылка вот. Ну, доставай уже, не томи. Да, и Показывай. я вот долго ее не открывал, специально ждал вот момента, чтобы и показать подписчикам. Кстати, вот я сразу же снимаю для блог, для своего YouTube канала, и сейчас будем делать распаковку. Антон Симеров, ему могу вот позволить отрезать, разрезать, да. Так, здесь так, потом здесь, вот это, вот здесь. Ну, пока не распаковывают, я расскажу. Поклевка идет не очень, честно говоря. Вот за час всего пару раз рыба клевала. У меня тоже пару раз, ага. Поэтому, не время, как говорят опытные рыбаки. После 4 обещают, что будет все хорошо. Кстати, сегодня включение с места рыбалки у нас будет в течение дня до глубокой ночи. Так что, кому интересна рыбалка, смотрите нас целый день.
Заветная серебряная кнопка. Да, вот, серебряная кнопка. Вот так выглядит. Да. Кнопку отправила с уважением Сьюзен Ваджицки, генеральный директор YouTube. Поздравляем, вы набрали 100 тысяч подписчиков. Это серьезный результат, ведь чтобы привлечь на канале такое количество зрителей, нужно долго и усердно работать. Чтобы отметить ваши успехи, мы хотим вручить вам небольшой памятный подарок, серебряную награду. Теперь ваша задача удержать аудиторию и заинтересовать новых зрителей. Уверены, вы не остановитесь на достигнутом. Следующий знаковый рубеж – 1 000 000 подписчиков. Гораздо ближе, чем кажется. Желаем творческих успехов. Спасибо. Поздравляю, Вячеслав. На самом деле Спасибо. Заслуженная награда. И я вот сам тоже веду небольшой блог на YouTube-канале. Ну, я, понятное дело, это там в таком любительском формате. И прекрасно знаю, ну и как человек, который работает на телевидении, какой это огромный труд. Вот сколько времени уходит на то, чтобы люди же как думают, просто приехал, отснял и выкинул в интернет. Расскажи стадии подготовки стандартного ролика, фильма для своего канала. Сколько сил и средств уходит на это? Ну, во-первых, все начинается, подготовка начинается у меня заранее. То есть даже, допустим, за несколько дней до выезда я готовлю снасти, готовлю там приманку, потом это постоянная вот эта вот тревога, то, что может место не то подберешь, может еще, может там клевать не будет или еще что-то. Как у нас сейчас происходит, да? Да. Так, потом готовлю снегоход, потому что зимнее время снегоход, летом, значит, мотор, ну, лодку, все вот это осматриваю. Потом заправляю горючим, тоже там затраты идут. Потом, значит, добираемся до места, тоже не близко там ехать, прилично. Но это что я не показываю, потому что это не будет неинтересно. И уже на месте приезжаем быстренько, у нас у всех распределены обязанности, кто-то палатку, значит, ставит, кто-то быстро печку вытаскивает, там начинает собирать, кто-то полы, кто-то снег чистит. Пробуриваемся, устанавливаем палатку, растапливаем печку быстренько. Ну и все, и ребята начинают рыбачить, а я начинаю подготавливаться, значит, оборудование готовлю, отогреваю там, где что замерзло. Ну, в основном все в животе таскаю, в внутреннем карманах, так все распихиваю, чтобы У нас операторы, кстати, так же и делают. Вся техника поближе к телу, чтобы не мерзла. Да. И потом уже снимаю материал, дома приезжаю, монтирую тоже в свободное время, вечерами. И потом уже загружаю в YouTube. Тоже, загрузка тоже длится где-то сутками. Ну да, с учетом того, что жиганский интернет, Да. там оптики нет, если мне память не изменяет. Нету там. Да, трудоемкое дело, сложное дело. На самом деле, прекрасно понимаю. Будь у меня тоже столько свободного времени, наверное, я бы тоже с удовольствием этим бы увлекался и составил бы конкуренцию. Ну, вот Да. насчет конкуренции. Накануне, вчера вечером я вот прочитал об этом в интернете, Айсен Сергеевич Николаев, попросили его выступить экспертом в ежегодной премии «Якутянин года». Сила духа выдвинул он нашего прославленного Ивана Белолюбского, а в номинации «Добрые вести» выдвинул Вячеслава Бродникова. Один из экспертов, другой уже не Айсен Сергеевич, а другой эксперт, выдвинул наш телеканал в этой же номинации «Добрые вести», так что мы теперь конкуренты в борьбе за звание «Якутянин года». Не, на самом деле мы действительно следим за Вячеславом и прекрасно знаем, понимаем, какие добрые вести он несет на весь мир. Поэтому, дай бог, победишь, будем за тебя очень рады. Ну, спасибо. Я вам тоже желаю удачи. Айсену Сергеевичу огромная благодарность, что он выдвинул вот мою кандидатуру. Я сам очень удивился. Приятно. Сегодня утром только об этом узнал.
И вот сейчас до сих пор нахожусь в таком, так же сказать, шоковом состоянии немножко. Ну, вы, кстати, недавно встречались с ним. Он в конце января был в Жиганске к вам с рабочим визитом находился. По вопросам Арктики там был, обсуждались темы. И также был на работе у тебя. Вы встречались, если не секрет, о чем разговаривали? Арсений Сергеевич поинтересовался, как у меня идут дела. И также вот его волновал вопрос по северному туризму. Как думаешь, вообще есть перспективы? Нет, он мое мнение вот просто хотел узнать. Вот. Ну и также его интересовали вот какие проблемы у тех людей, желающих приехать, возникают, допустим, что им мешает приехать сюда, в Якутию, как бы, да, вот. Ну, я то же самое сказал, в принципе, у нас дороговизна вся этих переездов, все то же самое. О чем мы сейчас вот разговаривали недавно. Ты на рыбалку-то пригласил его? Да, конечно, обязательно, я всех приглашаю. Вас также приглашаю, официально можете приехать, порыбачить. Рыбаков у нас много. По поводу вот блогерства тоже вот хочу сказать, да, у вас вот свой канал, вы сказали. Также у нас вот в Якутии есть молодые блогеры начинающие, их тоже вот хочу как бы озвучить, то есть рыбалка Вилюй Якутия, это парень вот Гаврил из Вилюйска, сейчас вот начал показывать, и Олесь Петрович, он также освещает тоже Нюрба, по-моему. Нюрба, да, освещает Якутию, там очень много у него роликов, сейчас у него миллионный ролик, уже там миллионный просмотр пошел, тоже хороший парень. Не, на самом деле блогерство открывает большие возможности же для рассказов о Якутии, о народе, о его самобытной культуре. Ну, это же круто, так и должно быть. Да, все верно. Напарник Антон, когда планирует блог? Антон Блок, он мне присылает постоянно, снимает и присылает. Он пока скромничает, да? Только я пока это вижу. Ну, отлично. Хорошие кадры отправляет с рыбалки. Ну, вот говоря о рыбалке, давай, может, какие-нибудь байки потравим. Какая самая большая рыба в двух вариантах, по длине и по весу в твоей практике? Ну, как? По длине это как показать нужно, что ли? Ну, тут палатка, наверное, не хватит, да? Вот так, да? Это только глаз. Полтора, наверное? Итак. Щука была вот официально, которую я зафиксировал на своем канале, как бы, когда я ее поймал, вытащил. Ну, там такая хорошая щука. Где-то я ее взвесил, она где-то около 12 килограмм, по-моему, 11 с чем-то килограмм, по-моему, весила. 12 килограмм, это Ну, метр, наверное. больше метра. Да, она была довольно крупная, я его так держал вот на камеру. Это был такой классный Так кадр. держал или так держал, как любят рыбаки? Нет, я вот так держал уже, ближе. А то это опять Потому же что рыбацкая история. вот Чем так дальше держать руку нельзя. вытянешь, тем крупнее рыба. Да, есть такое, ага. Хитрости у рыбаков навалом. Да, особенно вот у блогера, когда вот делаешь шапку, нужно же как-то преподнести, вот, допустим, вон ту рыбку, которую сегодня поймали-то, она же вот такая, но надо ее показать, чтобы он хотя бы вот так выглядел. Во сколько клевать-то сегодня будет? Давай мы, наверное, Антона послушаем, который, как местный товарищ, расскажет, во сколько поклевка будет. Ну, приблизительно 4 начнет. Согласно графику, да? Жор начинается с 4. Ну, здесь, я так понимаю, ну, сегодня у нас пятница, и после обеда сюда, наверное, наплыв народу будет, да? Наплыв народу. Целый городок будет Да, разбит. как раз выходной. После работы в 6 уже полно. Ну а завтра еще больше Только будет. здесь, мест много под Бестяхом. Здесь Табаки, Акалас. Ну и, наверное, Вячеслава сегодня, если увидят, тут тоже будут отдельно сюда ходить и фотографироваться. Они же не знают, где это. А мы сейчас сообщим об этом тем, кто здесь сидит на пятаке, мы им расскажем. Ну сейчас вот еще вот не все же смотрят YouTube, вот не все знают, так сказать. Мне кажется, что многие
есть люди, которые все равно не осведомлены. Канал у тебя относительно молодой, сколько, 2 года ему, 3, третий год? 2 года, я как бы плотно работаю 2 года. Ну, 2 года, я думаю, это такой, вот нам год. Сегодня телеканал Якутия-24 год. Мы прекрасно для себя осознаем, что это для нас только начало. И также у тебя. Поэтому очень сильно надеемся, что скоро взамен серебра придет золото, золотая кнопка. Ну, спасибо. Я тоже на это надеюсь. Давай еще какие-нибудь байки у нас потравим про рыбацкие байки. Ну, у вас, наверное, было что-то. Вы же тоже рыбак. Ну, я не буду про свои байки. У меня больше, наверное, такие эти. Я летом ездил с Александром Ильичем. Это, кстати, вот мы перед тем, как уйти на перерыв, так сказать, на эту тему подняли, да, он, наверное, много баек рассказывал. Поделись. Да, у него были байки. Он говорил, что вот самую крупную щуку он поймал в Усьмайском районе в реке Чабда. Там есть такой вот, речка такая есть. Она, получается, по мае там вот. Там он рассказывал, что он поймал самую крупную щуку там. Она тоже там что-то 13 килограмм, что ли, это весило-то. На спиннинг именно. Ну, если говорить о байках, то у нас в практике был такой случай, когда мы щуку вынуждены были с ружья стрелять. Когда... Да, мы на лодке были, Крым-лодка, поэтому сплавиться... Я и сплавиться, говорю, подсадчика с собой не оказалось, щука оказалась огромной, у друга на блесне сидела. Вопрос решил только выстрел с ружья. 17 килограмм щука оказалось. 17. Да, хороший экземпляр. Ну, ребята у нас рассказывают раньше, при Советском Союзе, когда они на совхоз рыбачили, вот тогда они гонялись, когда за щукой, за крупной именно, то там у них экземпляры ловились по 20, а то и 30 килограммов. Вот это да. Не, ловят все равно, люди ловят. Вот здесь недалеко на 202-м же тоже, когда в прошлом году кто-то из рыбаков вытащил уже на спиннинг. Тоже там довольно-таки хороший, крупный экземплярчик был. Да, да. Река большая, рыбы много. 10 килограмм, по-моему, было, да? Как крупная, так и мелкая. Ага. А так, во время, ну, после рыбалки, улов, что с уловом, как правило, делаешь? Я там, ну, у тебя в блоге ты там периодически кулинарные изыски свои отражаешь. Есть какой-то принцип отбора? Ну, вот, допустим, едешь ты летом на спиннинг, наловил окуней, там, окуней, может, не берешь принципиально, потому что едешь только за щукой. Или все, что поймал, стараешься забирать? Нет, есть. Да, вот есть у меня рыбалка, когда рыба не нужна, я ее отпускаю, да. Есть, когда вот, ну, такое вот время, когда я ловлю, и есть кому, если отдать рыбу, я отдаю. То есть там у меня есть, допустим, коллега, которая вот, ну, пожилая бабка, одна живет там, да. И как бы, да, ну, еще детский дом отдаю, ага. Ну, ничего, вот отправлял, очень много рыбы отправил. Здесь вот с Гаврилом Чумахановым поговорил, он сказал, я, говорит, отдам, есть кому отдать. Ну, я ему сказал, ладно, я тебе тогда отправлю, отдашь людям, нуждающимся. Привет. И вот он отдал. Кстати, мне мешок рябушки закончился. Надо отправлять его обратно в Жиган за рябушкой. Уже закончилось, надо было сказать. Вот. Еще мешок есть, да? Ну, тогда ты точно добрые вести несешь с собой. Ну, может быть, ага. Летом, наверное, все-таки не получается вырваться с Жиганска, да? Всегда только там рыбачишь. Допустим, если будет там приглашение съездить в Южную Якутию, в Нерюнгри, очень хорошая рыбалка. По долгу службы, наверное, не получается, да? Ну, у нас летом вот пожароопасный период. Самый поэтому... рабочий сезон. Да, самый рабочий сезон получается, поэтому отпуска даже не дают. Но мы все равно в выходные ездим, патрулируем, заодно смотрим, чтобы люди аккуратно. Ну, у нас вообще на реке люди аккуратно себя ведут, рыбаки. Наоборот, вот там вот
в Жиганске там очень глухая, черная такая вот предтундровая тайга, да, то есть предлесотундровая тайга. И очень непроходимая и очень много гнуса, который не каждый человек может зайти там в лес, что-то там делать. И люди же Не речные, они в проберешься. основном все время на реке. Ну да, река кормилица для людей. Да, и с кострами тоже там. Там вот хворост лежит прямо, водой принесло, на берег накидало. Им не надо в лес идти, ничего. Они прямо на камнях там все собрали, тут же прямо на камнях разожгли. Там. Ну и все охотники, рыбаки знают, как обращаться с огнем. Поэтому в Жиганске, наверное, ни разу еще по вине человека, наверное, пожаров не было при мне. Ну, при мне не было ни разу. Ту-ту-ту. Но все равно я всех призываю все-таки. Много людей смотрит с других районов, да. Призываю всегда быть осторожными с огнем в лесу. Давайте я сейчас обращусь к своему телефону, потому что мы анонсировали наш эфир, и большое количество пользователей интернета отправляют вопросы, просят задать. Хорошо. Часть из них я озвучу. Хорошо, конечно. Так, Вячеслав, нас, коренных якутян, прижали законами о вылове водных ресурсов. Как, по-вашему, это справедливо? Я рыбак с детства, просто кормлю семью, ни разу не торговал выловом. А теперь платить за каждую рыбеху, к чему катимся? Извиняется человек за свой вопрос. Но, на самом деле, любителям, я так понимаю, нас оставили рыбалку бесплатно, правильно? Да, да, любительский лов, он бесплатный. И получается только вот нормы ввели вылова ежедневные. Да, суточные нормы. Там есть тоже вот оговорки. Если ты несколько суток рыбачишь, то там тоже вот на это все есть там в правилах. Два личных таких вопроса задают. Возраст ваш и немного о семье. Жена, дети, кем работают? Ну, мне 37 лет. Чуть не сказал. Да, 37 лет мне. У меня 3 детей. Старшей дочери 13, потом дочка 9 и сыну 8. Ну, школьного возраста все дети. В школе учатся на отлично, хорошо. 3 детей, правильно? Да, 3 детей. Вот. Каково быть многодетным отцом-рыбаком? Ну, как сказать, отлично, 3 детей. Ну, Трое- сыну прививаешь любовь к рыбалке? Да, и Я видел, что сыну- дочь помогает на кухне готовить, а вот сына на рыбалке я, по-моему, или я плохо смотрел, или еще видео не было. Сын был со мной на рыбалке на зимней, на Налима, и дочка. Но у меня дочка больше просится на рыбалку, чем сын. Он такой более домашний, такой, более, ну, к маме более тянется так. Может, его возраст, но хотя он каждую рыбалку пытается, ну, как бы просится, да? Но судя, ну, из-за того, что ему пока 8 лет, я его еще пока это не особо беру с собой. Вот еще вопрос интересный. В какой стране мира вы бы хотели побывать и по какой причине, в какой стране вы бы хотели порыбачить? Я вообще как бы хоть... Почему-то меня тянет именно вот на северные страны, северная рыбалка, то есть на северную рыбу. На такую, как там, может быть, лосось там вот попробовать, да, вот нельму половить на спиннинг там, или что-то такое вот, морское, палтусы там вот эти все, это же морские же, да? Вот. Норвегию, там, Финляндию. Скандинавские страны, в общем. Да, смотрятся. в нашу вот, допустим, у нас вот хочу вот на море Лаптевых попробовать там порыбачить. Да, на Чукотке, как на Чукотке там. Ну, на самом деле, возможности со временем придут. Я думаю, будешь радовать пользователей Ютуба рыбалкой со скандинавских стран, из Чукотки. Ну, если да, если выдастся возможность, я бы, конечно, съездил бы. На Камчатке хорошая рыбалка. На Камчатке. Там рыбалка сопряжена с большим риском встречи с медведями.
Да. Там у них медведь в основном рыбой и питается. Так у нас тоже так же. Вот. В горных реках. Ну, близко сталкиваться с Мишкой не доводилось. Ну, тебе-то, наверное, все равно приходилось сталкиваться с медведями. Ну, я их тоже близко так не сталкивался, но издалека-то вижу, вот, ходит. Что делать, чтобы избежать встречи с ним? Ну, как всегда, народные средства, чем больше шума, чтобы тебя было слышно, он же как бы зверь. Кто-то считает, что наоборот шум может и привлечь, допустим, в начале лета того же. Да, может и привлечь, да. Здесь дело случая, но всегда нужно с собой, конечно, оружие, ну, как бы самозащиты держать любое, там, будь то там ружье там, или там какой-нибудь факел, там, фальшвеер, там, да, или газовый баллончик, там, что-то такое должно быть с собой, кто едет в лес. Перцовые баллончики вот эти есть против медведей. Ну да, он у меня в арсенале тоже в рубоксе лежит. Ясно. Ну хорошо, мы будем сейчас завершать наше очередное включение. Я по долгу службы вынужден буду вас покинуть. Пожелаю вам дальше в течение дня хорошей рыбалки. Спасибо, Вячеслав, что согласился приехать и в прямом эфире порыбачить. Для телезрителей сразу сообщу, что покидаю палатку только я. Вячеслав остается вместе с Антоном. Антону спасибо за организацию, за, так сказать, за то, что сдал рыбацкое место. Ну и будем надеяться, что действительно пройдет время, вы так получите золотую кнопку, также будете продвигать республику, ее рыбную фауну. Поэтому спасибо еще раз, удачи. Спасибо, Алексей. Спасибо, Антон. А я сворачиваю удочки.